Сегодня мы провожаем нашего коллегу, нашего профессора университета Яскажевича. Все мы его любили, хорошо знали, плотно с ним работали, и его уход из жизни стал для нас, для всех, неожиданностью. Он много сделал, еще много может сделать, у него было много задумок, он делился с нами этими задумками, но судьба забирает лучше. Поэтому разрешите траурный митинг начать. Прощальный панихиду. Я хотел бы предоставить слово ректору нашего университета Низаму Рашиду Багровичу, профессору, доктор наук, член Академии наук Республики Татарстан. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlar, hürmetli kollegalarımız. Мен шундай матур жайканы біз достыбыз Нияз белән саубуллашабыз. Көтелмәгән хәл, әле генә менә бер ай элек матурада булгандык, сөйләшкән идек. Киләчәктәге планнарыбызны, нинди эшләр бездә матур эшләр киләчәктә эшләргә киләгән сөйләшкән һәм шундый киләчәктә. Уважаемые друзья, коллеги, особенно родные, тяжелая утрата. Мы потеряли Нияз Хаджиевича, человека абсолютно замечательного. Я говорил с родными. Он особо выделялся в строю архитекторов, потому что архитекторы меня могут ругать, но все архитекторы, которые работают в проектировании, они люди зависимые, и часто они делают какие-то вещи с оглядкой на что скажет, так скажем, руководство, что скажут люди, как меня поймут, не поймут, и буду ли иметь дальнейшие перспективы в проектировании, и смогу ли я зарабатывать. Нияз вот это не волновало. Он был абсолютно светлым человеком, и он был независимым, он был прямым. Может быть, где-то это ему мешало, вот мы говорили, обсуждали его, так скажем, движение, но он был доктором архитектуры, он был человеком, которого знали и любили в республике. С ним было сложно спорить, мы с ним обсуждали тема татарская архитектура. Вот с Айваром мы были тогда на телевидении вместе обсуждали, не пришли к общему мнению, есть позиция Айдаровой. И так вот в споре складывается истина. У него была своя позиция, и он ее научно обосновал. Не просто говорил вот так, он научно обосновал. Это был большой ученый, который всегда свои тезисы подкреплял доказательствами. У меня на столе лежит две его книги последних, и когда есть время, я, чтобы все-таки понять, вот, что это такое архитектура, особенно наша, национальная, я читаю эти книги. Замечательно много работал, и вот я говорю, что его могло заставить вот, писать книги. Это солидные, хорошие книги советского такого образца, не то, что написано через два интервала каким-то липоватым шрифтом. Это вообще классические книги, красивые книги, содержательные. И я думаю, что это учебники очень для наших студентов. Это вот зов его души, зов человека, ученого, архитектора, хранителя наследия. Он старался успеть как больше написать. И вот мы с Коньяковой Абидуловной говорили, что там он чувствовал себя плохо. Он говорит, ребята, я хочу, говорит, вот, передать вот эти вот свои наработки, чтобы они вот имели продолжение. К сожалению, не все удалось сделать. Я скажу, син безне блесне, без сильных предприятий, син безне шестьдесят хаяло нам. Шакюля сильшершна без клещекеля моторитов шляргас. Синен шлярня тояна. Это будет фундаментом нашего движения, твоей работы.
Я думаю, что ты не будешь разочарован тем, что как движется дело, в котором ты был всю свою жизнь. Я скажу, что я хуторсин, да, он имеет раз шемесек, ничтер биттесин, я хуторсин, писамен, дәрес алмаса кайсы вакытны вакыйдырсың. Без битә раттык, ширкемендән ателевизионны дәстәп кабул итсен. Җәнәттә булуны телибез. Я думаю, что Всевышний видел, знает его работу, знает, какой он был человек, и дай Бог, чтобы он ему дал соответствующее определение. Я обещаю родным, близким, коллегам, что мы будем обязательно продолжать дело Нияз Хаджиевича, мы будем двигаться в том же направлении. История, архитектура – это не совсем удобная вещь, там много такого, что связано с политикой, но мы будем искренне, предельно, мы будем честны, и не разочарует себя наш учитель, старший товарищ в этом направлении. Слово предоставляется Салиху Раде Кулимовичу, замдиректора Института истории имени Марджани. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, очень больно осознавать, что Нияз Хаджиевича нет больше с нами. Тем не менее, сегодня мне хотелось бы сказать, что Нияз Хаджиевич был большой академический ученый. Он сформировал целое научное направление, которое на протяжении последних десятилетий оказывает серьезное воздействие на развитие всего комплекса гуманитарных наук, не только в нашей республике, но и у русских народов Российской Федерации. Его труды, они стали таким образцом, учебником для нескольких поколений исследователей. Я помню его книгу «Памятники истории культуры города Казани», где он впервые еще в 80-е годы обратил внимание на наследие старо-татарской слободы. Это были годы, когда не просто было правду говорить, не просто было даже обращаться к этой теме, но тем не менее Нияз Хаджиевич с присущей ему энергией, вдохновением написал прекрасную работу, и многие ученые, экскурсоводы, просто люди, которые интересуются историей культуры своего народа, начинали постигать наследие города Казани через труды Нияза Хаджиевича. Можно много перечислять его книг. Он работал в Институте языка и литературы имени Ибрагимова. Затем очень долгое время работал у нас в Институте истории имени Шабибуддина Марджани. И работая в институте, он продолжал развивать вот то самобытное уникальное направление, которого больше нигде нет, ни в других республиках, ни в других регионах нашей страны. Без его трудов невозможно представить академическую историю, семитомную историю татар древнейших времен. Невозможно представить другие труды. В последние годы он работал над серией монографии «Формы и стили татарской архитектуры». Я помню, как он приходил, он советовался с историками самых разных направлений, специализации. И он нас всегда поражал тем, что он не только прекрасно знал материал, он пытался реконструировать ту реальность, которая существовала, предположим, в период Казанского ханства. Он интересно работал за компьютером, создавал специальные программы, то есть человек всегда шел идти за новым. Он без устали пропагандировал татарское наследие. Его можно с полным правом называть большим патриотом татарского народа. Он любил свой народ, он любил республику Татарстан. И я думаю, что не только наука, но и все наше сообщество республики, и все татары России, и, в общем-то, вся Российская Федерация сегодня понесла большую утрату. Мы будем продолжать развивать это направление, оно не останется. В Институте истории есть ученики, есть достойная смена. Но я верю, что труды Нияза Хаджиевича, они войдут в сокровищницу нашей научной мысли. Дорогой Нияз Хаджиевич, светлая память о вас навсегда останется в нашем сердце. Спасибо вам. От имени Министерства культуры выражаю искреннюю
сочувствие и соболезнования родным, близким, коллегам, всем тем, кто по жизни вместе с Ниязом Хаджиевичем. Очень тяжело терять коллег, с которыми бок о бок делали свое дело, свою работу, всю свою сознательную жизнь. Нияз Хаджиевич начинал в татарской научной реставрационной организации мастерской как архитектор-реставратор, и очень большое внимание уделял всегда исследованиям. И у него было то редкое качество, которым, к сожалению, мало кто из реставраторов обладает. Это умение положить свои исследования на бумагу, умение не просто осмыслить, многие из нас пытаются понять, что-то осмыслить в прошлом, в том движении, которое совершает архитектура и градостроительство, но мало кто из нас эти мысли кладет на бумагу, превращает в труды. Такие труды практически фундаментальные, которые составляют теперь уже основу для дальнейшего изучения архитектуры и истории нашего края. И вот эти его труды и та его деятельность, которая была направлена на собирание огромного количества фотоматериалов, они навсегда останутся с нами и будут переданы будущему поколению и станут той основой, на которой будущие исследователи и будущие архитекторы смогут строить свое творчество и свою деятельность. Конечно, его вклад неоценим в развитие исследований, в развитии исторической науки. И эта память, она навсегда останется с нами. Слово представляется вице-президенту Российского комитета ИКОМОС ЮНЕСКО Валееву Рафаэлю Миркасимовичу. Kıymetli dostlar, kollegalar, böyle zor yıllar geçiyor bizimle bizning oradan bitta Niyaz Haджиевич Халитов, bu bizning koordinator, bizning do'stim, Юрий. Да, мы сегодня прощаемся с выдающимся, я не побоюсь этого слова, историком архитектуры, архитектором, реставратором. Не так много такого уровня людей, работающих в Российской Федерации. Почему? Потому что он свои знания, свой опыт и смог превратить в конкретные, реальные, практические дела. Я вспоминаю, когда он работал в реставрационном управлении как реставратор. Вы знаете, реставрация всегда спорила старые традиционные школы и новые подходы. И здесь он всегда находил свое слово для того, чтобы показать роль и значение архитектуры и особенно роль и значение национальной татарской архитектуры. Когда занимались включением Казанского Кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО, очень сложно было доказать необходимость строительства мечети Кул-Шариф. И вот те идеи, которые тогда были заложены, они позволили включить этот объект без всякого сучка и задорина. Потому что на территории, скажем, комплекса памятников новые нельзя строить, а вот та идея, которая была заложена, это идея разнообразия культур,
идея, которая связана с необходимостью мирного сосуществования христианства и мусульманства, которое в данном случае стало олицетворять мечеть Кул-Шарифа, она была, конечно, эта идея подготовлена с его участием. Это большое дело, потому что с точки зрения того, что Казанский Кремль, с точки зрения того, что татарская архитектура заняла свое место в мировой культуре, это во многом связано с именем Нияз Хаджиевича. Многие идеи, которые он выдвигал, они стали вот теми реальными вещами, которые можно было связывать именно с его именем. Мы знаем Саяр Сиддиковича, мы знаем многих других видных историков архитектуры уже в советское время. Но он знаменует тот этап, и, к сожалению, с его именем этот этап заканчивается. Но не заканчивается история татарской архитектуры, история архитектуры в целом, как части культуры, потому что есть его ученики. Я вот с удовольствием сейчас смотрю на молодых архитекторов и могу сказать, что благодаря в том числе и его работам, благодаря тому, что он преподавал не только в архитектурно-строительном, я являюсь проректором Казанского государственного университета культуры и искусств, он преподавал и для наших студентов, поскольку архитектура, изобразительное искусство были частью его деятельности. Ну и вот, завершая, я хочу сказать, что, в общем-то, дело Нияз Хаджиевича в молодых будет продолжаться. И я надеюсь, что вот те работы, которые он сделал, они позволят ему в перспективе его работам выйти дальше именно через молодых. Тяжело прощаться, но это тоже определенный этап нашей жизни, нашей культуры. Дорогие коллеги, дорогие друзья, эта скорбная весть застала нас, историков Казанского университета, в Елабуге. Мы проводили первый съезд в числе истории, и я уверяю, эта тема стала действительно для нас волнующей, потому что Нияз Хаджиевича знали не только архитекторы, его знали не только учителя, педагоги, историки, его знала вся широкая общественность, культурная, творческая, научная. И я не могу для себя представить, что Нияз Хаджиевича уже нет. Я понимаю, что болезнь, я понимаю, что последние годы он чувствовал себя неважно, но когда раздавался в трубке его голос, я понимал, что все хорошо. Что Нияз Хаджиевич в блестящей форме, прежде всего творчество. Меня, как и всех вас, с ним связывали и творческие отношения, и рабочие отношения. Так сложилось в этой жизни. Он первый пригласил меня на работу в свой научный отдел в Казанском Кремле. Потом наступил период, когда я приглашал уже Нияз Хаджиевича на работу. Но всегда это были отношения друзей, партнеров. И невероятно сложно представить, что в ближайшей перспективе мы не будем видеть человека, который всегда будоражил наше мнение. Он ведь был человек необыкновенный, он хороший раздражитель, он вызывал споры в нашей среде, потому что историки, археологи, они всегда считают себя правыми и говорят, ну как же, Нияз Хаджиевич, это же гипотеза. Но это позволяло будоражить мысли, это позволяло находить истину, и в этом отношении наш союз был действительно великолепен. Мне хочется подтвердить, что и прежде всего перед семьей у нас есть долг перед ней. Мы некоторое время работали над подготовкой книг и защитой диссертации. Мне кажется, что это долг и честь, в том числе Института истории Академии Татарстана, Казанского федерального университета, эту работу продолжить не с вами, поэтому поймите, что Нияз Хаджиевич остался не только
на страницах книг, но и в сердцах его друзей и коллег. Князь Хаджиевич, прости за то, что мы не всегда могли понять друг друга, прости за то, что не всегда шли навстречу друг другу, но ты был человеком великодушным, и поэтому я от лица всех своих коллег приношу тебе искренние извинения. Князь Хаджиевич долгие годы преподавал у нас студентам на кафедре реставрации архитектурного наследия. Слово представляется заведующей кафедрой профессору Надыровой Канихель Григорьевной. Князь Хаджиевич работал на нашей кафедре около 10 лет. И я в первую очередь приношу соболезнования от лица сотрудников нашей кафедры, супруги Князя Хаджиевича, его детям, членам его семьи, родственникам и близким и коллегам. Мне хотелось бы отметить, что хотя Князь Хаджиевич относительно небольшой срок преподавал на нашей кафедре, но он всегда был особой фигурой на нашей кафедре, поскольку он был уже сложившимся мастером ученым, когда пришел к нам, и мы в основном его талант, его дар использовали для передачи знаний нашим студентам во время лекций, различных семинаров. В то же время у нас были и большие планы на работу с магистрами, с аспирантами. И очень жаль, что вот при таком обилии планов нашей кафедры и его личных планов, и очень жаль, что вот так вот на таком низком излете оборвалась его жизнь и остались неосуществленными многие планы, которые он строил. И очень жаль, что я считаю, что в наше время это очень ранний уход. И очень сожалеем об этом. Уважаемый профессор. Я тоже вчера сидел, думаю, как вчера помню, как мы первую выставку готовили с ним, картину, его фотографии старой Казани. До сих пор помню, как мы планшеты, как мы красили, тушью красили черный цвет, планшеты готовили для того, чтобы открывать его первую выставку у нас в институте. Я действительно, мой друг, я это могу сказать, мы особенно первые годы дружили, потом я ушел из института, он другой, но тем не менее мы всегда связь поддерживали, он у нас преподавал одно время. Но он был такой креативный, особенно в 90-е годы, и 80-е даже годы, мы ему в рот смотрели, какой у него идеи, фонтан идей, его база данных по старой Казани. Ну, действительно, это был большой ученый с большой буквы, он всегда горел желанием изучать старую Казань, татарскую Казань. Поэтому князь, конечно, всегда останется в нашей памяти, в науке, всегда останется. Но я думаю, что она была была. Слово представляется Загирову Рустему Мухамедовичу, главному архитектору Государственного музея-заповедника Казанский Кремль. По поручению музея-заповедника Казанский Кремль я, конечно, хотел выразить соболезнования родным и близким Князя Хаджиевича. Но я думаю, что и вообще всему нашему сообществу, причем этот человек касается трех крупных общих сообществ. Это сообщество преподавателей, сообщество архитекторов и сообщество историков. Потому что во всех этих областях он оставил свой след. И я должен сказать, что я знаком с ним со студенческих еще лет. И уже впоследствии в 1996 году Князь Хаджиевич принимал меня на работу в музей-заповедник Казанский Кремль. Мы некоторое время с ним работали в одном кабинете, столы наши стояли рядом. И поэтому я был свидетелем, в общем-то, всего, что он успел сделать в Казанском Кремле, потому что это было очень интересное время. Это было
зарождение, можно сказать, музея-заповедника, потому что образовался он в 1994 году. В 1996 году Нияз Хаджиевич после работы в Нью-Йорке, в Америке, он там тоже занимался проектированием мечети, и он практически у истоков музея-заповедника стоял. И там начиналась очень интересная жизнь. Начиналась закладка мечети Кул-Шерифа с самого начала, практически с конкурса, в котором он, естественно, был в жюри. Конкурс проходил очень интересно, сложно, два этапа. И здесь, конечно, его Нияз Хаджиевича теоретические выкладки очень помогли в определении того, как должна выглядеть эта мечеть. И это было связано, в общем-то, и с теоретическими спорами, и тогда решались очень многие вопросы, то есть и вообще и объем мечети, и ее стилистическая направленность. И здесь, вот, конечно, знания Нияз Хаджиевича очень сильно пригодились. Но и в то же время параллельно с работой музея-заповедника он всегда продолжал писать книги. То есть вот все 13 книг, которые он написал, этим не заканчивалась его работа. Было еще 20 книг в соавторстве, где-то около 300 статей в различных органах печати. Все это, в общем, составляет огромное наследие. И, кроме того, у него сложилась постепенно, которую он, в общем-то, всю жизнь собирал, огромная база исследования татарской архитектуры. То есть он снимал вообще практически весь старый город. И вот этот огромный материал в виде негативов, он сейчас и сохранился в его семье. Вот это тоже большое богатство, которое еще, я надеюсь, найдет свое применение. Ну и, в общем-то, этот человек многое оставил своим потомкам, своим продолжателям, и пусть земля ему будет пухом и урмыщенным автобусом. И я уверен, что это будет так. От татарской молодежи выступит Дина Мамедова. Для нас это действительно невосполнимая утрата хороших людей всегда очень трудно принять от сердца. Нияз Хаджиевич всегда для молодежи был открыт, он всегда отвечал на все наши вопросы, поддерживал всегда шумный контакт. Искренне наши соболезнования. Коллеги, очень многие хотят рассказать о своих отношениях с Нияз Хаджиевичем. Многие связаны по работе, многие связаны многолетняя дружба. Слово представляю поздней Елене Германовне, друга юности. Нияз Хаджиевич. Я Нияза знаю с 18 лет. Мы познакомились на дне рождения подруги моей. И очень долго я видела его жизнь, наблюдала. Я знаю, что он работал в 39-й школе, где я сейчас работаю. Но могу вас уверить, среди моих учеников нет ни одного такого, который был бы как Нияз. То есть они жили на улице Ленина, Кремлевская. С раннего детства он любил Кремль. Не было, наверное, ни одного здания в Кремле, ни одного помещения, куда бы он не проник. Даже, наверное, в башне Сердике, которая, конечно, была закрыта. И он все это фотографировал, замерял. И все это очень аккуратно в альбомы фотографии клеил и нам показывал. Я просто поразилась. Он был действительно одержим. Одержим историей, культурой, архитектурой. Кто-то вот сказал, что он был прямолинейный. Да, с ним было трудно спорить, особенно на политическом.
тем. Поэтому мы эти темы избегали. Мы находили другое: культуру, искусство, литературу. Таких образованных, высокообразованных людей я встречала мало. С ним можно было поговорить на любую тему. Он был красивый внешне, очень красивый, губы бантиком, голубые глаза, исключительно привлекательный мужчина, юноша. И жесткий, как ремень, скажем, стержень был. Я с ним, когда я стала работать в экскурсионном бюро, я сразу вспомнила Пернияза, он тогда работал в реставрационной мастерской. Я обратилась к нему, чтобы он приходил и читал лекции для наших экскурсоводов. И он согласился, и фактически бесплатно. Он очень много нам дал, рассказал, проводил лекции, семинары. А уж когда они работали в Кремле с Нелли, то экскурсоводы на это время молятся, как говорится. Очень сожалею, что это время прошло, потому что они проводили... НИАС проводил пешеходные семинары по всему Кремлю, принимали они зачеты у экскурсоводов и читал лекции. Он водил экскурсии как настоящий экскурсовод в автобусе, хотя он никогда не учился вроде этому, но это от природы. Я когда вчера узнала о том, что меня же не стало, вы знаете, какие чувства, наверное, у вас у многих, потому что так не может быть. Мне очень жаль, даже это не то слово, не ясно. Я тебе очень благодарна, что ты был в моей жизни, что ты был моим другом. Спасибо вам. Я хочу сказать семье. Зумар Рахимовна изумительная женщина. Вы знаете, наверное, что у нее бабушка была первый режиссер, женщина-режиссер татарского театра. То есть из такой среды он, из культурной среды, из высококультурной среды. Конечно, он не мог быть другим. Нияз Халид белән без бик күптәннән 40 ел таныш, шуңа күрә ул минем өчен, менә минем күз алдында зур галим буларак формалашты. Инде ул беренче көннән үк аның менә татар мәдәниятенә мәхәббәте, татар архитектурасына мәхәббәте, аны өйрәнергә омтылышы ул һичшиксез искитәрлек бик күзгә ташлана иде. Һәм шуңа күрә дә инде ул иске татар бистәсен, яңа татар бистәсен йөреп, анда һәрбер йортны, һәрбер бизәкне, һәрбер капканы, һәрбер сынфатага төшереп зур коллекция туплады. Һәм шуңа күрә ул туплап кына калмады, алар нигезендә ул бүтән татар архитектурасы буенча үзенең хезмәтләрен язды. Һәм бүгенге көндә менә Ниязны без татар архитектурасы тарихын борынгы чордан бүгенге көнгә кадәр язып чыккан иң зур галимнәрнең берсе дип әйтә алабыз. Һәм шуңа күрә дә ул менә иске татар бистәсен торгызганда, яңа татар бистәсен торгызганда, аның архивы, аның хезмәтләре, аның фотографиялары һичшиксез үзенең зур роль уйнар дип уйлыйм. Нияз Хаджиевичнең үзенең урыны бар безнең татар культурасында. Әйтергә кирәк, ул безнең һәйкәлләрне, беренчедән мәдәни һәм тарихи һәйкәлләрне өйрәнә башлады. 70-нче елларга аның белән күбрәк Сәйер Сидикович кенә шөгыльләнгән. Менә Нияз Хаджиевич аның укучысы буларак Татарстан, татар мәдәни һәм тарихи һәйкәлләрне өйрәтеп яңа уровеньгә чыгарды. Ул менә татарлар арасында гына түгел, ул күбрәк Россия контекстта күбрәк карарга була. Менә Кулшарифны төзегәндә, аның идеяларын булганда, ул аның бер авторы булып тора. Казан Кремлендә яңа объектлар төзергә ярамый, элегрәк мәгълүм булганча, менә безнең тарихи источниклардан 3-5 мәчет булган анда. 20-нчы гасырга бер мәчет тә калмаган. Шуның өчен менә шушы мәчетнең идеясын ул комплекс һәйкәлләргә комачауламыйча, шул ук вакытта бөтен дөнья мирасына керткәндә яңа объектларны төзергә ярамый. Ул идея менә шунда расланылды. Нигә дигәндә, чөнки шул ук мусульман һәм православие религиялары ничек бергә яшәргә, менә шушы мәчет аның бер дәлиле булып тора. Икенче яктан Нияз Хаджиевич авыл архитектурасын өйрәнде, татар архитектурасын, чөнки безнең 18-нче гасырдан күбрәк татар агач архитектурасы сакланып калды һәм әйтергә кирәк, аның үзенчәлекләре ничектер бүгенге көндә
ничек сакланып калган и ничек бирелә, күрсәтелә, менә аның бер зур дәлиле булып тора. Өченчедән әйтергә кирәк, менә Нияз Хаджиевичның шактый күп эшләре. Менә монда әйттеләр инде, шул ук американский конгресстың библиотекасында 6 гына китабы. Аның 6 гына китабы түгел, ул 200-дән күбрәк китаплар, аның статьялары шактый күп. Һәм ул статьялар менә шушы балаларга, студентларга, аспирантларга укытып, алар бүгендә сакланырлар дип уйлыйм, һәм бу эшләр тагында яңа этапка чыгырлар.